приходом весны повсеместно в селах и городах возникла проблема гололеда на улицах и дворах. Гражданам необходимо быть осторожнее, но и власти на местах должны делать свою работу в целях безопасности передвижения населения. Как, например, в Ленском районе справляются коммунальщики. Подробнее Анна Кожевникова. И снова гололед. В Ленском районе столбик термометра показывает 0 градусов. На дорогах уже в 9 утра слякоть и лужи. Коммунальщики бросили все силы на уборку тротуаров. Но на данный момент у нас тротуары происходят в 2 этапа. Это уборка слякоти, послеобеденный период. И, наверное, через дня 2-3 будет ходить техника с щетками, уже убирать влагу с тротуара. Подсыпка на данный момент, так как у нас слишком большое водоскопление на дорогах, подсыпка на данный момент бессмысленна. Мнения жителей о работе коммунальщиков разделились. Очень плохо работают коммунальные службы, ходить невозможно. Вот я иду кое-как. Но в основном вот то, что чистят снег, это хорошо. Потому что дороги в основном чистые. Это плюс. Повысилась и травмоопасность в период гололедицы. Если в городе есть ответственный за уборку и подсыпку территорий, то в сельской местности проблем больше. Ведь получить травму при гололеде можно и в собственном дворе, как это случилось с Ралифом Якшибаевым из поселка Дорожный. Да буквально вышел из дома, как бы дойти до сарая. На ровном месте почистил как раз, а еще тает корка льда. Подскользнулся, упал и вырубился, можно сказать, потерял сознание. Ралиф помнит только, как родственники его поднимали, ставили, и он снова падал. Не сумев привести в чувство пострадавшего, родные решили вызвать карету скорой помощи. Так Ралиф оказался в хирургическом отделении Ленской больницы. Диагноз – сотрясение головного мозга. Но он отделался легкой травмой. Обычно последствия куда более серьезные. Да, к сожалению, обращаются пациенты с различными травмами. С различными травмами различной степени тяжести. Пациенты с серьезными травмами поступают к нам на стационарное лечение. Был открытый перелом, были, к сожалению, субдуральные гематомы. Один пациент у нас прооперирован, выполнена трепанация черепа. Пациент проходит реабилитацию в неврологическом отделении. С такими тяжелыми травмами в постоперационный период пациенты наблюдаются в неврологическом отделении. Сезон травм при гололеде открыт, а чтобы не стать обладателями гипса и костыля, стоит быть предельно бдительными пешеходами. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.